Здравствуйте, я Лаврентьева Виктория, ученица 9 Б класса Саха-политехнического лицея города Якутска. Тема моей исследовательской работы – концепт цвета якутских пословицах как репрезентант культурного кода нации. Каждый народ, присущий ему национальной спецификой, создает определенную картину мира, которая затем находит свои выражения в его родном языке и культуре. Выбор темы продиктован тем, что нередко в якутских пословицах, где раскрывается вся философия, понимание мира, восприятие и сознание жизненных устоев и правил, встречаются слова, обозначающие цвета. Семантика концептов цвета в якутских пословицах является культурным кодом, выражающим повседневный быт языковой опыт носителя языка. Цветовая лексика якутских пословицах передает не только эмоции, но и дает возможность оценить и проанализировать окружающий мир. В данной работе впервые на основе пословиц подвергается анализу семантики цветообозначений в этнокультуре народа Саха. Результаты работы могут быть использованы при сравнительном изучении и анализе этнокультурной картины мира якутов и других народов. Для достижения поставленной цели работы решались задачи, которые обусловили изучение семантики концепта цветообозначений в составе якутских пословиц. Концепт – понятие отображенного мышления человека, система мыслей народа. В якутской национальной культуре концепт цвета выступает как культурный код и всегда имеет значение в философском и эстетическом осмыслении мира, относится во всех жанрах якутского фольклора. В якутской культурологии центральными концептами выступают такие понятия бытия, как жизнь и смерть, добро и зло, счастье и беда. Исследование показало, что цветонаименования данных концептов в якутских пословицах в основном несут свою традиционную бинарную негативно-положительную окраску. Так в основном употребляются ахроматические цвета – это белый и черный. Белый цвет служит атрибутом доброты, чистоты, разумности и добропорядочности. Основными репрезентантами исследуемого концепта являются прилагательные «үрүн», «манган». Лексические средства, репрезентирующие концепт «белый», в якутских пословицах чаще входят в сочетание с лексемами как «үрүн-сана» – «светлая мысль», «үрүн-кюн» – «белый свет», «үрүн-тын» – «жизнь». Пословица «белый свет» встретился мне 8 раз. Основными репрезентантами концепта «черный» хара в исследуемых якутских пословицах выступают слова с резко отрицательными значениями, связанными с утратами, безысходностью, двуличностью. Например, «Саланкихеха хараты маха-этыр». В пословицах «черный цвет» встретился мне 18 раз. Наряду с хроматическими цветами в якутских пословицах можно фиксировать и хроматические цвета. Это зеленый и красный. Концептуализация зеленого цвета в культуре народа Саха. Зеленый – цвет живой природы, здоровой энергии, символ плодородия. Именно зеленый цвет в культурном сознании народа Саха ассоциируется с тихим нравом воспитанностью. Сехара быспат, удол гуран хамнаппат, кёхоту тосту үктәбәт кехем. Но не всегда зеленый цвет имеет такую положительную символику. Есть ряд выражений, в которых слово «зеленый» вносит отрицательную оценку. Сюрага сох кёхкаппе. В пословицах «зеленый цвет» встретился мне 14 раз. Следующий по значимости выделился красный цвет. Символические значения красного объясняется его связью с сознанием древних с кровью, с огнем, жизнью. В национальной культуре якутов концепт красного цвета тождествен значению белого цвета. В пословицах «красный цвет» встретился мне 4 раза. Также в настоящей исследовательской работе концепты цвета систематизированы и проанализированы в функционально-семантическом аспекте. Мы выяснили, что чаще всего данные цветонаименования используются для обозначения следующих реалий. Это описание внешности и нрава человека и описание окружающей действительности. Таким образом, анализ материала дает основание сделать вывод, что именно цветонаименование якутских пословицах как знаки-символы выполняет важную семантическую и эмоционально-экспрессивную нагрузку, выявляя специфику концептуального содержания, включающего как национально-культурный компонент. В результате проведенного исследования мы выяснили, что их рассмотрение в качестве культурного кода представляется наиболее существенным при изучении традиционной культуры якутов. Спасибо за внимание.